Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Снижение НДС, регулирование цен в строительной отрасли, льготы для предприятий. Госдума подготовит меры поддержки для бизнеса и населения. Устойчивая работа промышленных и транспортных предприятий. Меры для поддержки экономики региона в условиях санкций готовят и в Якутии. Объясняем .рф. Правительство России запустило портал с проверенной информацией. Владимир Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах по финансовой стабильности России. В нем содержатся решения, касающиеся вывоза иностранной валюты из страны, а также устанавливается особый порядок сделок с иностранцами. Так, со 2 марта запрещается вывоз из страны валюты более чем на 10 тысяч долларов, рассчитанные по официальному курсу Центробанка на дату вывоза. Также устанавливается особый порядок сделок резидентов России. Речь идет о сделках с акциями и недвижимостью для иностранцев. Напомним, накануне Владимир Путин подписал первый указ, вводящий ряд специальных экономических мер из-за антироссийских санкций. Между тем, Госдума подготовит меры поддержки для бизнеса и населения. Снижение НДС, государственное регулирование цен в строительной отрасли, льготы для предприятий, использующих отечественное ПО, а также в случае необходимости индексация зарплат и пенсий. Такие меры по поддержке бизнеса и населения готовы предложить во фракциях Госдумы в условиях давления на Россию со стороны западных стран. По словам источника, близкого к руководству Нижней палаты, уже началась активная проработка этого вопроса профильных комитетов с правительством. Эту информацию подтвердил известием глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Ожидается, что к 14 марта Госдума предложит целый комплекс системных мер. Банки России начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам вслед за скачком ключевой ставки. Напомним, на внеплановом совещании Центробанк из-за нестабильности финансовых рынков на фоне санкций Запада повысил ключевую ставку в 2 раза до 20%. Это стало абсолютным рекордом за всю историю жилищного кредитования. Подробности в материале Ульяны Шагиной. В риэлторских конторах немноголюдно. Банки, риэлторы и клиенты все в ожидании. Ставки за ипотечные продукты начали ползти вверх по кривой. Причиной тому стал скачок ключевой ставки Центробанка. Мы на рынке с 2012 года. Не первый кризис. Но, тем не менее, таких ставок, как на сегодня, никогда не было. Напомним, 28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до рекордных за всю историю рынка 20%. До этого ключевая находилась на уровне 9,5% годовых. Свое решение в Центробанке объяснили кардинальным изменением условий для российской экономики. При этом своего максимума ключевая достигла в 2014 году, когда составила 17%. Вслед за Центробанком ставки по ипотеке в Сбербанке выросли до 18,6%. В других коммерческих банках ситуация схожая. У нас потребительские кредиты начинаются от 25 годовых. Мы ставки изменили сегодня. По ипотеке у нас ставки от 22% годовых. Но каждый делает свой выбор. Мы, в принципе, видим, что интерес есть. Однако, я думаю, что ключевая ставка через какое-то время придет в норму, соответственно, ставки уже будут гораздо ниже. В принципе, это направлено на то, чтобы увеличить стоимость денег, чтобы предотвратить инфляцию и экономические шоки. Поэтому я думаю, что в скором времени ситуация нормализуется. Если Сбербанк увеличил ставки по ипотеке на вторичное жилье до 18,6%, то ВТБ пока еще думают. Здесь ставка составляет по последнему росту 16,2%. В Росбанке и Алмаз-Эргейнбанке ставка выросла с сегодняшнего дня до 22,5%. Остальные коммерческие банки, такие как АТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Совком и Россельхозбанк, пока приостановили выдачу ипотеки и даже не подписывают уже одобренные. Но есть и хорошие новости. Ставки по дальневосточной ипотеке остаются на прежнем уровне. Это 0,01%. Для банков и агентств сейчас это единственная возможность привлечения клиентов.
Ну, под 22,5%, ну и даже под 16,2%, думаю, не так много будет желающих. Но дальневосточная ипотека, господдержка это 6,49%, это на новостройки, без ограничений по возрасту и так далее, без прописки и так далее. И вторая программа – это семейная для семей с детьми с 2018 года. Там у них ставка идет от 4,5. То есть вот эти ставки сейчас будут актуальны как никогда, я думаю. При этом эксперты в строительной отрасли отмечают, что повышение ключевой ставки не повлияет на рост цен на строящееся жилье. Об этом говорили и на открывшемся пленарном заседании Российской строительной недели. Что касается рынка жилья, здесь федеральные эксперты ждут падения спроса и цены, потому что рост ставок по ипотеке будет снижать доступность новостроек. И рынок жилья в нашей стране находится в рублевом секторе, и поэтому резкие скачки курса доллара не будут влиять на рост цены. И руководством страны будут приняты меры поддержки строительной отрасли. Выступая на заседании Российской строительной недели, вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин отметил, что сейчас правительство страны готовит антикризисный план. В первую очередь он будет касаться недопущения обвала рынка жилья в стране, а также туда войдут и вопросы по поставкам стройматериалов, в том числе из азиатских рынков. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Меры для поддержки экономики региона в условиях санкций готовят и в Якутии. План по обеспечению устойчивого функционирования системообразующих предприятий разработают по поручению Айсена Николаева. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Тарасенко на совещании по вопросу поддержки экономики. Особое внимание уделят промышленности и транспортной отрасли. Для принятия оперативных мер по мониторингу и реагированию на возникающие угрозы в республике возобновили оперштаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, который был создан в начале пандемии. Кроме того, планируют пересмотреть все планы правительства Якутии в части оптимизации внешних и дорогостоящих мероприятий. А накануне в ходе рабочей поездки в Москву Айсен Николаев принял участие в совещании штаба по развитию городов Дальнего Востока. Главной темой стала подготовка мастер-планов Магадана и Якутска. Они должны решать разные задачи, например, формирование комфортной городской среды, развитие экономики города, эффективное управление городскими ресурсами, создание условий для реализации личности. В настоящий момент проводится открытый всероссийский конкурс на разработку мастер-плана столицы Якутии. По итогам первого этапа в конце марта отберут 3 финалистов, которые затем представят свои проекты. В Ленске догазифицируют частные дома по федеральной программе. При районной администрации создан специальный штаб, курирующий реализацию проекта. Бесплатно подвести газ можно до границ земельного участка. Всего в Ленске подлежат газификации 1121 дом. В этом году изъявили желание перейти на газовое отопление 129 семей. Подробности у Анны Кожевниковой. Социальная газификация стартовала в Ленске. Жители частного сектора могут бесплатно подвести газ к границам своих жилых домов. А работники бюджетной сферы имеют возможность воспользоваться дополнительной мерой поддержки от районной администрации, которая курирует реализацию этой федеральной программы. Согласно инвентаризации, которую предварительно проводила компания «Сахатранснефтегаз», в Ленске 1121 частный дом. Сотрудники районной администрации также в феврале провели обход всех жилых домовладений с целью инвентаризации и информирования ленчан о программе социальной дегазификации. Заявки можно подать через сайт Сахатранснефтегаза, портал госуслуги и офис «Мои документы». На монтаж внутреннего газопровода и установку котла определены сроки до года. После подписания договора с Саханефтегазбытом абонент обязан будет купить оборудование в домовладении своем, то есть это газовый котел, датчики, счетчики самостоятельно. Расчет оборудования варьируется в пределах суммы 150-200 тысяч в зависимости от квадратуры.
В Ленске уже 311 объектов подключены к газу, и, как утверждают большинство, преимуществ у этого вида отопления больше, чем у альтернативных – электрического и центрального, учитывая то, что и тепло, и электросети в частном секторе перегружены, и отключение электроэнергии в холодные месяцы явление для ленчан регулярное. Семья Иванских пользуется газовым отоплением недавно, с ноября 2021 года, но результат уже радует. Для себя по теплу скажу так, что газ лучше, потому что он более стабильный. Электричество я не почувствовал на себе, потому что 220 вольт не приходило на котел. То есть дома у всех большие, улица загружена. Февраль прошлого года, морозы минус 60, 28 тысяч только за отопление заплатил. Ну и плюс свет там еще 1005. В эти морозы я заплатил 9 тысяч за отопление и 6 тысяч за свет. Пока Андрей Иванский не может дать точную оценку финансовой выгоды, так как есть недочеты по установке датчика. Он обмерзает, но подачей тепла доволен. Котел мощностью 34 киловатта отапливает 300 квадратных метров. Андрею подключение газа обошлось почти в 500 000. Но и эта сумма быстро окупаема, как делятся опытом соседи. На 2022 год в Ленске уже принято 129 заявок на подключение к газовому отоплению. И после схода снега ресурсоснабжающая организация приступит к строительству газовых сетей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Правительство России запустило портал с проверенной информацией «Объясняем.рф». В условиях появления в интернете огромного количества слухов и фейков работает информационный ресурс для публикации только официальной и проверенной информации, сообщил в видеообращении к россиянам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он пояснил, что ресурс «Объясняем.рф» будет работать по аналогии с порталом «Стоп коронавирус». На портале уже размещены ответы на вопросы россиян, которые были собраны из соцсетей по разным сферам. В завершение о спорте. Алданский спортсмен Арсений Куликовский занял 2-е место в международном турнире Russian Open Kart Junior по каратэ Киокушинкай, прошедшем в Москве. Соревнования были очень напряженными. В поединках сошлись порядка 1800 сильнейших спортсменов из 18 стран. Турнир стал подготовкой к первенству мира, которое пройдет в ноябре. А на международную арену вышли 7 алданцев. Но в категории у меня было всего лишь 12, а всего было 1700 участников, ну около 2000. И в зале Московский центр боевых искусств. Большой? Да, очень. 4 татами вмещало. Он провел 4 боя. Первый бой с Молдавией, парнем дрался, выиграл досрочно. Второй бой с монголом, он его выиграл на полпобеды по оценке в Азаре. И уже в финале самые сильные соперники это русские были. Вот уступил чемпиону в своей возрастной категории, который, в принципе, по России считается первым номером. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.